Всем привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в деревне Тыдор. Здесь мы построили вот такой шикарный, красивый загородный дом. И при входе в дом нас встречает вот такое крылечко, крытое. Мы спокойно заходим, кладем сумки, открываем входную дверь и проходим в помещение. И обратите внимание, что у нас здесь есть снегозадержатель и водосточная система. Уж точно ни снег, ни дождь за шиворот вам падать не будет. Все надежно, все продумано. Заходим в дом. Вот такое просторное крыльцо. Посмотрите, сколько места. Реально просторное. Попадаем в холл. Здесь у нас санузел. Вот такой большой просторный санузел. Кухня. Все по одной линии. Видите, коммуникации легко будет тянуть. И там в конце уже уютная спальня. Шикарно. Реально вместительная, комфортная спальня. Прекрасно. Идем дальше. А здесь мы раздеваемся. Видите, просторная прихожая какая. Прекрасно. Гостиная. О, какая гостиная. А вот здесь у нас терраса. Здесь у нас изюм этого дома, это терраса. Там вид на реку, на лес. Представляете, какой кайф. И мы сюда выходим на эту террасу. Ну, наслаждаемся, кайфуем. А зачем нам еще дом? Согласитесь, зачем? Для кайфа. Это место силы. Дом — это не просто 4 стены, куда мы приходим как в ночлежку. Нет, это место силы. Должен быть изюм, должна быть душа в каждом доме. Понимаете? И здесь один из таких изюминок, уже ярко выраженных, это вот эта терраса с шикарным видом на реку и на лес. В доме мы делаем окосячку оконных и дверных проемов. Вот видите вот этот короб в проеме. Для чего нужен? Брус будет усаживаться, то есть стремиться вниз. Если вы поставите дверь или окно, брус же может надавить на него. И чтобы этого не произошло, брус будет вдруг. Конечно, мы же оставляем вот такой зазор. Но если вдруг каким-то образом, неимоверным образом, он сядет больше, чем мы запланировали, он упрется в эту горизонтальную доску, которая упирается вот в эти вертикальные стойки. И все. И процесс остановится. Никакого давления на дверь или окно не будет. И, следовательно, ваш стеклопакет не треснет. Все должно быть надежно. Какие шикарные стены, да? Согласитесь. Очень красивые, шикарные стены. Мы их брали рубанок и обычный брус строгали и делали вот такие декоративные фаски. Видите, красота, красота. Я бы взял шлиф-машинку, а я так и сделал. Сейчас у себя на террасе. Я еще шлифанул и там уже в 2 слоя покрасил. Как это изумительно выглядит. Не передать. Не передать, я счастлив. В общем, вот я рекомендую делать острожку. Это экономить деньги, на самом деле. Я рекомендую. Вот мигаю вам даже на камеру. Это с чем связано? Вам есть куда сейчас тратить деньги. Надо утеплять перекрытие, устанавливать окна, двери, проводить коммуникации, электрика, отопление, водоснабжение, канализация. Есть куда деньги тратить. А острожка — это копеечная работа по сравнению с полноценной отделкой. Но жить-то, эксплуатировать дом уже можно. Посмотрите. Шлифануть и там под лак или под краской покрасить специально. Понимаете? Тут очень красиво. И экономно. И дом можно уже эксплуатировать. Посмотрите, как красиво и благородно выглядят стены, выглядит помещение. Красиво, красиво. А на 2-м этаже у нас планируется еще просторная, уютная спальня. Как красиво и шикарно выглядит дом. Реально красиво. Красиво и свежо. Блин, мне нравится. Мне нравится, чем я занимаюсь. Я кайфую.
Ладно, скажете, красиво поешь, да? А расскажи о качестве. Давайте пару слов, очень кратко расскажу о качестве. И начну уж с конька, коли я на крыше. Начну с самого верха. Посмотрите, сколько крепежных элементов мы применяем. Если вот по коньку, например, видите, сколько крепежки. Это по каждой стойке. По низу обязательно очень много крепежных элементов. Например, вот эти доски. Это потолочные ригеля. И забиваем не только на гвозди, вот здесь, но и специальные шпильки. Вот они. Видите, везде, везде, везде. Это максимум надежности. Надежно. Обратите внимание на каждую стропильную ногу, которая соединяется с нижним брусом. Видите, она тоже скреплена усиленным строительным уголком, которые закреплены на глухари вот такого сечения, вот с мизинец и длины, да, 10 сантиметров, даже больше, чем мой мизинец. Еще желтые саморезы. Все надежно, все круто. Каждая стропильная, посмотрите. Каждая стропильная нога. Помимо всего, посмотрите, сколько строительных скоб мы применяем. Видите, вот в углу, например. Вот. 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 Везде. Везде. Вот. Этим мы обвязали все брусья по этажу. То есть у нас монолитная такая система. Ничто никуда не должно разорваться и разойтись. Следовательно, понимаете, если что-то разойдется, это потянет и крышу, потянет и отделку. То есть все надежно. Если даже, пусть это, вы скажете, чрезмерно, в плане чрезмерно. Дом строится на 100 лет. Я считаю, что пусть будет это запас, но он будет, он нужен. Мы делаем. Далее, обратите внимание, стойки, вот эти вот, и лежень. Видите, дополнительно усилили кровлю. Следовательно, это упирается все на пол. И как следствие, пол должен быть надежным, мощным. Видите, да? Чтобы выдерживать эти нагрузки. И это пол из лак с сечением 100 на 200. Мощные, надежные балки. Об этом еще чуть позже расскажу. Пленка. Гидропароизоляционная, надежнейшая, прекраснейшая, мне очень нравится. Смотрите, вот она так выглядит в 2 цвета. Со стороны кровли там бывают атмосферные осадки. Кроме того, под самим металлом образовывается конденсат. И он падает куда? Ну, куда-то же должен падать. На пленку. Прекрасно. Логика дальше. Здесь идет утеплитель. Между этими стойками 15 сантиметров, потом еще пятерка, в общем 20 сантиметров утеплителя. Есть бытовые пары. Эти пары, влага не должна попадать в утеплитель. Ну логично, да? То есть с этой стороны пароизоляционная пленка изоспан. Прекрасно. Но вдруг пар каким-то неведомым образом проник в утеплитель. Может такое быть? Может. И он отсюда, с внутреннего помещения, проник в утеплитель. И там сидит. И она оседает в утеплителе. Так? Отсела. Она должна выйти. И вон тут барьер. Пленка. Следовательно, пленка должна быть специальная. Логично? Опять логично. То есть снаружи эта пленка не должна пропускать в утеплитель влагу, а изнутри, если она уже в утеплителе, с легкостью ее выпускать. Ну и какая-то пленка справится? Нормальная, хорошая, отличная пленка. Это я к чему? Это к надежности материалов. И вот эта пленка изоспан АМ, она прочная, надежная. Вот в такие дырочки, если присмотритесь, она изнутри выпускает влагу, а внутрь не пропускает. Хорошая, надежная мембрана. Это не простая какая-то не тканка или какая-то дешевые пленки. Очень хорошая, надежная. Она многоструктурная, понимаете, многослоистая. Она полноценно выполняет свою функцию. Я это говорю к тому, что мы применяем надежный материал. Мы заранее закладываем очень хорошие, качественные, недешевые материалы. Но они прослужат вам столетия. Понимаете? Мы рассчитываем на это. Ну вот мы уже и в нижней части дома. Фундамент у нас мощный, сваи железобетонные. 150 на 150. Далее вот здесь рубероид, как гидроизоляционный слой. Здесь у нас глухари, которые скрепляют сваю с обвязкой. Обвязка у нас мощная, смотрите, 20 сантиметров. Зачем такая?
А дело в том, что у нас в доме там порядка 100 тонн, с учетом бытовых нагрузок, это ваш вес, мебель, снеговых, ветровых нагрузок, это все давит, да, и должно куда-то давить, и давит на эту обвязку, которая распределяет нагрузки и передает уже на данные сваи. То есть обвязка нужна надежная, которая не прогибается и равномерно распределяет нагрузку. Мощная. Посмотрите, сколько крепежных элементов мы еще применяем. Очень много. Это дополнительное скрепление обвязки. И все, конечно же, на глухари и желтые саморезы. Есть еще и скрытые крепления, они вон там, это строительные скобы. Мы обвязку обязательно связываем, чтобы все было надежно. Шикарно. Далее обратите внимание, какие лаги мы применяем, половые, да? Это лаги большого сечения, 20 сантиметров, 100 на 200. Надежные, тоже мощные, надежные. Они не прогибаются на длину пролета в 4,5 метра. Хороший, надежный пол. То есть скакать не будет, прогибаться не будет, мебель дребезжать не будет. То есть все надежно. Так же должно быть. То есть некоторые экономят, применяют там 100 на 150. Построят и ладно. Заказчик не разбирается, а строитель взял заказ. Когда ценой хотят понравиться, немного ухудшают технологии, там высоты, параметры. В общем, вот так. Так, далее. Но чтобы врезать вот такие большие, мощные, да, половые лаги, мы еще также применяем вот такую обвязку уже половую. Видите, это тоже брус 200 на 150. Мы применяем очень много нестандартного пиломатериала большого сечения. Если посмотрите на наши дома, как мы строим, да все вот так вот. Вот хорошие сваи, хорошая обвязка мощная, мощные половые лаги, хороший пиломатериал первого-второго сорта, шикарный, да, согласитесь, который еще строгаем. Очень большое количество крепежных элементов, хорошие пленки, изоспан. То есть у нас все максимально надежно. И это, наверное, наш принцип. Сразу скажу, если вам надо дешево и сердито, наверное, это не к нам. Я подскажу другие компании, которые так строят. Если вам надо вот так вот, это к нам. А мы и на старте, на самом деле, считаем. Это отчасти... Такой есть нюанс, и наш, может быть, минус. Вот вы к нам приходите, мы сразу на старте вам считаем вот так вот. Понимаете, да? Вот сразу вот так, сразу хорошо. Если вы будете нас сравнивать по цене немножко с другими, в этом плане мы проиграем. Потому что мы закладываем вот такие материалы. Вот такой уровень надежности и качества. Понимаете, да? Но судя по тому, что у нас очередь чуть ли не до Нового года, я понимаю, что вам надо вот так вот. Вам надо вот так вот, чтобы дом простоял не десятилетия, чтобы вы не вкладывались постоянно, а чтобы дом простоял столетия, чтобы было вот так вот все надежно, качественно. Если вам надо вот так, надежно, качественно, ответственно, честно, то вы наш клиент, а мы ваши строители. Посмотрите, какая красивая лазурного цвета кровля. Очень красивый такой свежий, приятный вид. Да, освежает как-то. Очень красиво. Еще установлены снегозадержатели, водосточная система. Красиво, реально очень красиво. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем. Все расскажем, все покажем, посчитаем, все предоставим. Будем рады построить дом вашей мечты. Также ответственно, также качественно.